Когда наш президент дал указание Генеральной прокуратуре проверить все области, по нашей области прошло хищение сколько? Наша область оказалась самой коррумпированной в том плане, что деньги были взяты с населения. 8 миллиардов 400 миллионов. Куда ушли эти деньги? Если эти деньги сейчас, как мне на брифинге сказал господин Бесикаев, что якобы только прошел процесс, вот там с какой-то организацией МАЭК типа судился, вот и типа будет решать это все судебные приставы. Но вот что это за деньги? Просьба и куда они пойдут? Регламент, пожалуйста. Ничего. И куда они пойдут? Я говорю от имени города. И куда эти деньги пойдут? И будут ли эти люди наказаны за то, что они брали с нас нереально завышенные суммы? Пожалуйста, одни области, вот, Юрий Труданович, решите, пожалуйста, вопрос по ОДН. Опять в Жировках, кстати, написано опять, причем очень хитро. Да, пускай это будет альянс. Вы можете и не против. Пусть это будет альянс. Но тем не менее, они пишут, даже уже не пишут там количество, сколько потрачено, они пишут просто сумму. Опять идет обман населения. Опять идет хитрёж вот этот вот. В общем, решите эти вопросы. Не кричать, не орать. Спокойным тоном. Это вы кричите спокойным тоном. Наконец-то первый человек, который объявился, который говорит на эту тему открыто. Я уже целые 2 недели говорю, где эти люди? Теперь, по БМ-350. Вы знаете, что по БМ-350 идет речь давно. 1 300 000 на содержание, мы знаем. И вы знаете, что по БМ-350 сегодня на уровне премьер-министра, когда он приехал сюда, этот вопрос поставлен. Он стоит сегодня на контроле, поэтому вопросу по данному снижению, вообще снятию его с тарифа жителей граждан поставлены неоднократно. Этот вопрос мы будем в перспективе решать. Если мы это решим, у нас снижение будет на 0,19 тенге. На 0,19 тенге. Но я думаю, этот вопрос решим. Вот вы схему, наверное, видели, там, да, Кигок стоял. Как раз молодец, вы говорите о том, что куда уходят деньги, которые должны быть направлены на модернизацию МАЭКа. МАЭК сегодня на 75-80%, вы сказали 80%, сегодня имеется у нас износ. Поэтому мы эту задачу перед ними поставили, чтобы эта цена была прозрачная. До этого мы не знали, куда реально сколько уходит денег на инвестицию. Сколько раз мы ставили перед ними этот вопрос? Через прокуратуру этот вопрос мы туда ставили. Через финансовую полицию я туда ставил этот вопрос. Чтобы теперь снять сомнения всех, вот это вы видели 1 тенге, там 1 чем-то, там 1,0 чем-то. 1,10. Вот это деньги поставлены перед правительством. Правительство приняло решение операторам определить Кигок. Эти деньги, именно инвестиционные деньги, которые пойдут на модернизацию МАЭКа. Теперь мы с вами, наконец-то, имеем возможность, общественность имеет, контролировать, потому что мы знаем, сколько денег туда пойдет и что сделано в течение этого года данной компании.